Меры воздействия по платежному бездействию. Как увеличить результативность сбора платежей за коммунальные услуги? Непозволительная роскошь. Жители новостройки в Плиево 10 лет обходятся без питьевой воды. Терпение на исходе. Бои по правилам. В Фоке Плиева прошел турнир по дзюдо среди юниоров. Добрый вечер, это новости 24, в студии Лейла Цурова. Сбор платежей за газ сегодня вновь стал главной темой на совещании Юнусбека Евкурова. Здесь был озвучен комплекс мер для достижения большей результативности в этом направлении. Разобраться с приборами учета, пересмотреть ценовую политику и составить список VIP-должников. Подробнее Хава Султыгова. Начал Юнусбек Евкуров с подведения итогов прошлого года. Он отметил, что к концу 2013-го ситуация с погашением задолженностей была улучшена, но с начала января показатели вновь снизились. В этой ситуации виноваты не только жители, подчеркнул глава субъекта. По соцопросу населения и по данным и глав администрации сельских поселений у нас реально сегодня проблема не в жителях, а тех газовых контролеров, газовых служб, энергетиков, которые сами людей заставляют идти на преступление. Контроль и снятие показаний счетчиков, регулирование напорных задвижек, их пломбирование и устранение мелких неисправностей в работе контрольно-измерительных приборов. Это краткий перечень обязанностей контролера в соответствии с должностной инструкцией. О сборе денег не сказано ни слова. То же самое отметил и Юнусбек Евкуров. Он не имеет права собирать деньги. Его задача прийти, сверить раз полгода, или раз в квартал, или раз в месяц, прийти, сверить данные счетчика, данные прибором и уйти оттуда. Он никогда не отвечает за сбор денег. Ключевой темой остается погашение текущих задолженностей, отметил глава региона. Нужно проводить профилактическую работу в мечетях и на общественных собраниях, напоминать людям о необходимости погашения долгов. Вы людям объясните, что как бы человек не делал это все, рано или поздно придется это отвечать. И легче заплатить то, что законно ему положено, чем участвовать в каких-то аферах. Еще одна проблема высокой задолженности – это отсутствие у жителей приборов учета. В ходе совещания выяснилось, что установка счетчика стоит столько же, сколько и сам прибор. Расценки сервисной службы неимоверно завышены. Больший процент населения по линии газовых служб не имеет приборов учета. В домах нет приборов. Поэтому газовые службы считают не по данным счетчика, которого нету, а по квадратуре. Так? И сейчас такая же тема идет здесь. Если дом 150 метров, то считают 50 метров. Разница в карман. Многие жители устанавливают приборы сами. В таком случае в официальном реестре они не числятся, что опять-таки усложняет работу. Юнусбек Евкуров поручил руководителю компании «Газпром» газораспределения Назрань Багаудину Аздоеву пересмотреть цены, чтобы они варьировались в районе 500 рублей. Также глава региона поручил составить список из числа чиновников-должников, которые не платят вовремя за потребленные энергоресурсы. Хава Султыгова, Тимур Карахоев, Новости 24. Депутат Народного собрания Яхья Белхароев сегодня рассказал о содержании его встречи с главой Ингушетии, которая состоялась на днях. Обсудили вопросы трудоустройства и охраны здоровья. Юнусбек Евкуров поручил принять меры по минимизации безработицы. Также на встрече говорили и о работе с обращениями граждан. По словам Белхароева, чаще всего жители республики жалуются на работу очистных сооружений и просят благоустроить улицы. Глава региона отметил, что каждый из обратившихся должен получить развернутый ответ на свой вопрос. К нам были обращения от жителей, письменные обращения. Мы уезжали на место, депутатская группа. Действительно, ситуация из ряда вон выходящая. Очистительные сооружения, построенные, на которые затрачены сотни миллионов денег, практически стоят и не функционируют. Естественно, это вопрос компетенции исполнительной власти, и глава республики дал поручение председателю правительства взять вопрос на контроль и в ближайшее время представить ему план по устранению этих недостатков. Агроном с 30-летним стажем просветительской деятельности. Вот краткая биография героя нашего следующего сюжета. Исраил Хамхоев разменял 8-й десяток и развернул крупное фермерское дело. У предпринимателя не просто стабильное настоящее, но и, как показывает рабочий план, перспективное будущее. Наш корреспондент Элис Курскиев отправился в Плиево пообщаться лично с ветераном труда.
115 гектаров земли, 120 голов рогатого скота, куры и гуси. Эта ферма на окраине Плиева принадлежит 78-летнему Исраилу Хамхоеву. Исраил – ветеран труда и общественный деятель. У него 2 высших образования – филологическое и агронома. Отработав 30 лет в просвещении и выйдя на пенсию, он решил взяться за вторую профессию и стать агрономом. За животными нужен глаз да глаз, их необходимо кормить, делать уколы. В не меньшем уходе нуждаются сельскохозяйственные машины, тракторы, автоприцепы, комбайны, сеялки. На ферме десятки единиц различной техники, и у каждой есть свое предназначение. К примеру, этот трактор выкапывает так называемый силос. Эта зеленая кукурузная масса хранилась под землей несколько месяцев. Теперь это готовый корм для коров. Пастухи, трактористы, доярки, всего 6 наемных рабочих трудятся на ферме. Работа фермера нелегкая, заниматься приходится не только животноводством, но и земледелием. Все эти поля, покрытые снегом, летом превращаются в луга и пастбища. Здесь выращивают кукурузу, пшеницу, ячмень. Собранный урожай хранится в кормовой базе во дворе дома. Часть кукурузных початок идет на продажу, оставшаяся на корм скоту. Тут же магазин, в котором реализуется вся молочная продукция. По словам хозяйки, от желающих купить натуральные продукты нет отбоя. Есть и постоянные клиенты из Назрановского и Сунжинского районов. Основная работа зимой – подготовка семян к весеннему и осеннему периодам, усиленное кормление и улучшение условий содержания скота. Летом удается надоить до 300 тонн молока, зимой в 2 раза меньше, но оно жирнее и вкуснее. Мы заняли 2-е место по всей России. Того, чего никогда не было, даже когда был СССР. Когда был СССР, мы 39-е, 40-е место занимали. А в 2013 году мы заняли 2-е место. Это большое для нас удовольствие, радость большая, и все мы с большой радостью работаем. У Исраила большие планы на будущее. Согласно его 5-летнему плану, на ферме будет вдвое больше рабочих мест. Появятся маслобойные и комбикормные цехи. Он собирается привезти из Калуги 3 племенных телят и развести их в Ингушетии. А в 2015 году на ферме будет свой племенной быт, завезенный из-за границы. В хозяйстве не только животноводство увеличится на 400 голов. 400 голов дойных коров у нас будет в 2018 году. Мы с президентом об этом говорили, он был очень доволен. Вот такой план у нас. Каждый год будет увеличиваться количество дойных коров. С 1989 года весь доход Исраила идет на ферму. Сколько сил сюда вложено, сколько средств, говорит сын Юсуп. Но Исраил оптимист, он решительно настроен развить сельское хозяйство в Ингушетии. Не надо разочаровываться из отдельных неудач. Неудачи бывают в сельском хозяйстве. Надо все это переварить, перетерпеть и наступать. Отступления не должно быть, застой не должно быть. Только вперед. Тогда фермер будет иметь большой успех. Ильяс Курскиев, Ахмед Парчиев, Новости 24. Февральская стужа понемногу отступает, но подтаявший днем снег и низкая температура ночью работы коммунальным службам отнюдь не уменьшили. В каком режиме трудятся сотрудники ЖКХ, есть ли жалобы и нарекания у пешеходов и как справляются с зимой автолюбители, узнаем у Мадины Пугоевой. Морозы зимой явление обычное, однако для Ингушетии минус 20-24 скорее редкость, нежели норма. Из-за сильного гололеда затрудняется движение транспорта. Водители стараются избегать обгонов и соблюдать скоростной режим. Но если их спасает зимняя резина, то пешеходы от травм не застрахованы. Подскользнуться можно где угодно – на остановке, тротуарах или же на ступеньках лестниц. Вы видите, здесь что-то сделали утром. Здесь ни утром, ни вечером не делали ничего. Существуют службы, которые согласно состоянию и производят все манипуляции, которые должны производить. Если их не производят, конечно, будет вот такая ситуация, где можно упасть, где можно поломать руку, ногу и вообще попасть в больницу. Сотрудники автовокзала уверяют, прилегающие территории обрабатывают солью как минимум раз в день. Правда, эффекта от этого мало. Подсыпку мы это делаем фактически, но мы солью делали, а, видать, не хватало. До конца зимы, пока гололед будет, снег будет, уже будем песком обрабатывать.
Дорожные службы сейчас работают в усиленном режиме. Ночью спецтехника расчищает дорожное полотно от снега и обрабатывает граверной массой и реагентами. Первым делом коммунальщики готовят дороги, по которым ходит общественный транспорт, и наиболее опасные участки, где имеются спуски и подъемы. Производственное объединение ЖКХ «Назрани», к примеру, контролирует только городские дороги. Автопарк предприятия пополнился современной снегоуборочной техникой. Данная машина на базе КАМАЗ, она выполняет 3 функции. Разгребает снег. Веником она подметает, расчищает дорожное полотно от остатков снега, и уже задняя часть подсыпает дорожной смесью дорожное полотно. Утренний снег к полудню может растаять, отчего уже вечером образуется наледь на дорогах. Так дорожные службы еле успевают за настроением погоды. Травмоопасная ситуация еще сохраняется. Бдительность – вот что, по мнению коммунальщиков, уж точно не помешает пешеходам и водителям. Мадина Пугоева, Магомед Дидигов, Новости 24. Жители новостройки в Плиево условно поделились на 2 лагеря. Те, кто добывает питьевую воду из местного колодца, и те, кто заказывает ее у поставщиков. И такая дефицитная ситуация длится ни много ни мало – 10 лет. Жалоба на отсутствие водопровода поступила на горячую линию нашей телекомпании. Магомед Измайлов разбирался в проблеме. Семья Шибиловых живет без водопровода уже более 10 лет. С тех пор, как переехали на улицу Солнечную в районе новостроек. За все эти годы, что существует этот городок, вода до некоторых домов так и не добралась. Уборка дома или мытье посуды для хадижат превращается в настоящее испытание, а стиральную машину она не включала со дня покупки. Смысла нет. Стирать одежду пожилой женщине приходится вручную. Без водопровода современная техника работать не может. Мы умоляли, просили, писали, ходили. Уже 2-3 поменялись в Малышбереш администрации. Вот, мы заказываем воду, привозят нам 1800, 1500, 4 тонны. И этого не бывает. В отчаянии соседи Шибиловых. Фатима Хадзиева, проживающая по улице Арсанова, воду теперь заказывает у поставщиков. Раньше брала из колодца, теперь и он замерз. Вот у меня колодец. В данное время в колодце у меня воды нету. Проложить неоткуда и привезти некому. Потому что сейчас такие морозы стоят. А пользоваться у нас воды нету в данное время. Вы сами посмотрите, нету колодца воды. И также у соседей. Пустуют колодцы, даже от соседей принести не у кого. Больше всего из-за отсутствия воды страдают пенсионеры, которые просто не в состоянии постоянно оплачивать привозную воду. Я инвалид 2 группы, и насчет этой воды проблема. Я постоянно, стирка, сейчас сестра приходит и стирку мою уносит. Я не могу стирать ничего без воды. Никаких условий у нас нет. Мы ходили к администрации, говорили, и звонила я много раз. Хотя бы воду нам проложили бы, воды у нас нету. О том, стоит ли надеяться жителям Плиевской новостройки на то, что и на их улице придет вода, мы спросили у главы администрации Плиева. В первую очередь по этой улице, я по Арсаново, по Солнечной не говорю. В первую очередь надо проложить по улице Аушева. Центральную трубу пустили по этой улице, а дальше уже будут подпитываться следующие улицы к этой трубе. Планируем 14-15 год. Но в свою очередь я хотел бы еще обратиться к тем людям, которые там проживают, чтобы они оплачивали коммунальные услуги. Сегодня я трачусь, ложу им водопровод, газопровод, дороги делаю, трачусь, откуда-то беру, отсюда направляю. Но они, в свою очередь, копейку за газ, за свет, за воду не платят. Такое тоже отношение, это неправильное. Вряд ли в ближайшие пару месяцев жители микрорайона дождутся воды из-под крана. Пока им остается только оплачивать коммунальные услуги и переплачивать за привозную воду. Магомед Измайлов, Ильяс Ханиев, Новости 24. Урок мужества сегодня провели в 5-й школе Малгобека. Мероприятие памятное и посвящено 25-летию вывода советских войск из Афганистана. Участники тех военных событий вспоминали о нелегкой службе в горячей точке. Своими боевыми заслугами и проявленной отвагой они ненарочито дают возможность юному поколению по-другому взглянуть на мир в прямом значении этого слова.
После традиционного возложения венков на аллее памяти и славы участники боевых действий направляются в школу. Здесь их уже ждут учащиеся. Они подготовили для гостей концертную программу. А после просмотра фильма про афганскую войну участники войны делятся воспоминаниями о страшных днях. Депутат Народного собрания Ингушетии Адам Акиев вспоминает, как, будучи 18-летним подростком, он оказался на войне. Каждый имеет представление, наверное, что в Афганистане люди действительно воевали. И те земляки, которые ушли с нашей республики, 350 человек, что немногие вернулись живыми оттуда. И даже те, которые вернулись, они вернулись многие с увечьями, с перенесенными инфекционными заболеваниями. И тот Афганистан для них, для тех, кто прошел ее, он не прошел бесследно. Школьники с большим воодушевлением слушали рассказы воинов-афганцев. После почтения памяти погибших минутой молчания на сцене начинают звучать песни военных лет. Знакомство с такими героями повышают патриотическое воспитание подрастающего поколения, считают педагоги. Вот и сегодня ребята выходят из зала полные впечатлений. Мы никогда не забудем своих героев, мы будем помнить о них всегда, не забудем их никогда. Ветераны, афганцы – это та часть людей, которая помогает нам в сегодняшнее время воспитывать нашу молодежь. И в плане военно-патриотического воспитания мы ощущаем постоянную, может быть, заботу и внимание со стороны комитета воинов-афганцев нашей республики. Песня юных исполнителей «Оранжевое солнце» вызвала улыбку у гостей. Дети в ярких костюмах изображали то, чего в те годы их сверстникам так не хватало. Это мирное небо и беззаботное детство. Афганская война несла жизни 15 тысяч советских солдат и офицеров. Воины-интернационалисты – это целое поколение офицеров и солдат, которых сегодня уважительно называют афганцами. Фатима Кариева, Магомед Дидигов, Новости 24. Исторический формуляр Ингушетии пополнился еще одной важной записью. В хронику по праву вошла эстафета Олимпийского огня. По традиции летопись значимых для региона событий продолжил депутат Народного собрания Абдулвагап Асканов. Напомню, эстафета Олимпийского огня прошла в Магасе 28 января. Факел пронесли 17 выдающихся спортсменов Ингушетии. А затем в финальной части прошла церемония зажжения олимпийской чаши на вершине 100-метровой башни Согласия. Ну а последний этап эстафеты Олимпийского огня стартовал сегодня в Сочи, где огонь пронесут 300 факелоносцев. Утром заветный факел побывал в Лазаревском районе, а через час его встретил Адлер. Кто станет последним участником эстафеты Олимпийского огня, пока остается тайной. Но уже через 2 дня миллиарды зрителей в прямом эфире увидят, как на стадионе Фишт зажгут главную олимпийскую чашу. В Плиевском физкультурно-оздоровительном комплексе прошел турнир по дзюдо среди юниоров. Соревнования республиканского масштаба здесь проводят впервые. Условия и оснащенность ФОКа позволяют перевести первый организационный опыт в традицию. Подробности у Магомеда Асканова. В этом зале непривычно многолюдно. На республиканские соревнования по дзюдо приехали ребята со всех районов Ингушетии. Многие из них впервые участвуют в состязаниях такого масштаба. Рашид Султыков в свои 12 лет успел отличиться среди своих ровесников. Перед поединком он проводит разминку, ведь совсем скоро его очередь выходить на татами. Схватка длилась недолго. Рашид выиграл досрочно. Я каждый день прихожу на тренировки. Усиленно занимаюсь 2-3 часа. Каждый день провожу. Я сегодня победил чистым броском. Основой дзюдо являются броски, болевые приемы, удержание и удушение, как в стойке, так и в партере. Но по мнению наставника Рашида Султыкова важны и волевые качества спортсмена. Ильяс Хамхоев тренирует молодых ребят по 2-3 часа в день. У него в секции занимаются более 40 спортсменов, от 10 лет и старше. Впрочем, возраст значения не имеет. Главное, в первую очередь, дисциплина. Дисциплина и ходить на тренировку ежедневно. Не пропускать тренировки. Остальное, дальнейшее пока спортсмен какой будет. Соревнования по дзюдо в сельском поселении Плиева проводятся впервые, хотя современный физкультурно-оздоровительный комплекс со всеми удобствами позволяет проводить соревнования такого уровня. В местной администрации заверяют, что добрая традиция будет продолжена. Организаторы этого турнира предусмотрели для победителя денежные призы и кубки. К тому же для многих ребят участие в республиканском турнире – хорошее начало. Некоторые из них, как уверяют тренеры, имеют все шансы построить в будущем профессиональную карьеру.
Магомед Асканов, Юнус Сичоев, Новости 24. На горнолыжном курорте Арымхи в Джейракском районе идут последние приготовления к соревнованиям по слалом-гиганту, которые пройдут уже завтра. В Арымхи приедут любители экстремальных видов спорта со всего Северо-Кавказского федерального округа. Гостей и участников ждет концертно-развлекательная программа и розыгрыш призов. Адам Патиев продолжит. В горах Ингушетии выпал снег, и Джейракский район готов принимать любителей слалома. 6 февраля в горнолыжном курорте Арымхи соберутся самые сильные из числа любителей экстремалов. Ожидается приезде гостей из соседних регионов. Лыжные трассы уже готовы, призы ждут победителей. Мы приглашаем гостей и участников со всех регионов СКФО, а также из городов Центральной России. Курорт у нас действует, надо на него приезжать, наслаждаться горным катанием. Тем более в прокате все создано для того, чтобы учиться становиться на лыжи. А для тех, именно кто уже умеет, мы и придумали это мероприятие на скоростной спуск. Тот, кто спустится первым, самую быструю скорость наберет, получит 200 тысяч рублей. Второе место 100 тысяч рублей, третье место 50 тысяч рублей. Для зрителей соревнований предусмотрены все условия. На месте будут работать пункты обогрева и горячего питания. Билеты можно приобрести в день проведения соревнований. В стоимость билета входит организация двухразового питания и участие во всех мероприятиях, которые будут проводиться в этот день. Туда не входит прокат снаряжения, потому что снаряжение каждый подбирает по своему умению, по своему размеру. Мы всех ждем. Стоимость пригласительного билета с двухразовым питанием составляет 500 рублей. Всех гостей и участников ждет концертно-развлекательная программа и розыгрыш призов. Более подробная информация о соревнованиях размещена на официальном сайте Комитета по туризму Ингушетии. Адам Патиев, Юнус Цучоев, Новости 24. Уже сейчас определяется состав сборной Ингушетии по парашютному спорту. Эти смельчаки выступят на чемпионате России в июне. В Назране любители высоты готовятся к предстоящему испытанию, проходят наземную подготовку, учатся укладывать парашюты, изучают терминологию и вопросы безопасности. Репортаж Хади Добриевой. Исмаил Яндиев с детства любил риск. 6-летним ребенком он прыгал с крыши гаража, перелезал заборы и мечтал увидеть родной дворик с высоты птичьего полета. Детское баловство со временем переросло в серьезное увлечение. Теперь он прыгает с парашютом. Этому занятию он посвящает все свободное время. Всегда любил рисковать, всегда любил прыгать откуда, с высоты какой-нибудь. Вот это меня и привлекает в данном спорте. Страх, конечно, присутствует, но любой страх можно преодолеть. И сама фишка преодоления страха – это самое то, вот самый приятный момент. Исмаил стал участником второй команды парашютистов. Дебют первой группы состоялся в Ингушетии на соревнованиях между Северо-Кавказским и Южным федеральным округами. Ребята заняли 6-е место. Сейчас же участники второй команды осваивают наземную подготовку. Это первые шаги в парашютном спорте. Они учатся укладывать парашюты, изучают терминологию и вопросы безопасности. Уже ребята пробные 2 прыжка сделали, значит, прочувствовали ситуацию. На наш взгляд, очень серьезно подошли к вопросу. Сегодня все дружно посещают, вовремя приходят на занятия. Принцип «главное не победа, а участие» для нашей команды не ориентир. По словам старшего инструктора Хусена Сабирова, за плечами которого уже 2500 прыжков, самые важные составляющие для парашютистов – это усердие, сплоченность и стремление к победе. Основная задача, цель, которая стоит сегодня, это подготовка ребят к участию в соревнованиях чемпионата России. Но помимо этого, до чемпионата России будут проведены и внутриклубные соревнования для того, чтобы определить сильнейших из этих ребят, которые будут включены в команду Республики Ингушетия. Занятия проходят 2 раза в неделю, после чего анализируется проделанная учениками работа, выставляются оценки. Первые результаты уже есть, однако расслабляться еще рано. Парашютисты ждут тренировки, ведь впереди важные события – чемпионат России по парашютному спорту. Он пройдет в июне. Хади Добриева, Аслан Героев, Новости 24. Спасибо за внимание и спокойной вам ночи.